Дело доходило до того, что повестка дня Верховного Совета сессии, даже обсуждаемые вопросы, кто будет выступать, какая резолюция будет принята для Верховного Совета, это готовилось в соответствующих отделах ЦК Компартии Киргизии. Здесь просто зачитывал этот председатель Верховного Совета. Квартиры давались? Квартиры тоже не было. Мы просто были довольны тем, что народ оказал нам высокое доверие, этим были опьянены и ничего не просили. Когда мы пришли в этот зал, даже не было бумаг, карандашей, потом только принесли. Сергеевич, мы говорим о разных вещах. Я начал возражать Хрущеву. Я знаю этого Грачева, он действительно получает по 500 центов, но на площади 500 гектаров. А я вам говорю об урожайности в целом страны, республики. Мы получили по 4 центов на площади 45 тысяч гектаров. Есть же разница, Алексеевич, между 500 и 45 тысяч. Он встал, замолчал. Мы и так находимся в засушливой зоне, еще будет крепче. Значит, что выходит? Тогда нам надо, ученым аграриям, надо как-то, может, выводить сорта сельскохозяйственной культуры стойких к засухе. Тогда я вам говорю, решил стать таким певцом, но не получилось, пошел по сельскому хозяйству. Но все равно эта мечта осталась у меня в душе, его нельзя было вытравить. Есть биографии, которые становятся частью истории целой страны. Есть эпохи, которые невозможно понять без изучения отдельных судеб. Джамин Кемалиев – один из таких людей. Он стоял у истоков нашей независимости и принимал решения тогда, когда только начиналась новая история Кыргызстана. Сегодня мы вернемся в ключевые места его жизни. Это коридоры власти, университетские залы и лаборатории. Джамин Кемалиевич, 12-й созыв, он очень сильно отличался, кардинально отличался от предыдущих. И интересно, вы сами, депутаты, эти отличия замечали с первых дней работы? Да, этот созыв, которого назвали позже легендарным парламентом, значительно отличался от предыдущих тем, что чувствовался воздух свободы и раскрепощения, что ли. Потому что я уважаю Советский Союз, я вырос в этой системе, я вырос среди коммунистов, сам был первым секретарем ЦК Компартии, первым секретарем Соколовской Компартии, но нам не хватало вот их свободы, самовыражения, что ли, самостоятельности, ну, элементарной даже. Мы все делали по указанию, по мудрому указанию нашей родной партии. Но дело доходило, я же до этого же был 23 года депутатом Верховного Совета. Дело доходило до того, что повестка дня Верховного Совета сессии, даже обсуждаемые вопросы, кто будет выступать, какая резолюция будет принята для Верховного Совета, это готовилось в соответствующих отделах ЦК Компартии Киргизии. Здесь просто зачитывал этот председатель Верховного Совета. Мы выступали там, ну, можно сказать, дежурные слова. И не выражали то, о чем ты думаешь, а говорили то, о чем нужно говорить, понимаете? С одной стороны, было это легко, мы как-то тогда приезжали на один день, полтора и уехали. А сейчас, когда тебя избирал сам народ, отобрал из 10 там претендентов, у тебя особое чувство ответственности. Ты за свой чувство ответственности за простой народ, за их доверие. И ты чувствуешь, что сейчас наступил какой-то новый период нашего парламентаризма. В общем, началом нашего настоящего парламентаризма является вот легендарный парламент. Вот такое было чувство свободы, раскрепощенности и желание что-то сказать, что-то сделать для своей отчизны. Распад Советского Союза был для вас неожиданностью или вы уже знали и чувствовали, что это неизбежно? С одной стороны, и ожиданный, неожиданный. Ожиданный в том, что мы же поняли во время работы руководства Горбачева, это его злополучной перестройки,
Советский начал прямо на глазах распадаться, потому что мы чувствовали, что он сам, генеральный секретарь, способствует этому процессу. Путем там гласности, открытости. Только мы позже узнали, что он чуть ли был иностранным агентом. Он был поставлен специально для этой цели. Есть слова то ли Рузвельта, то ли Черчилля о том, что зря бороться с Советским Союзом внешними силами. Это невозможно. Весь мир даже объединен. Его надо разрушать только внутренне. Если внутренние силы возьмутся, тогда возможно распад. Так и сделали с помощью Горбачева, потом Ельцина. Это, между прочим, первым начал еще Хрущев, еще тогда, но во время Брежнева у нас было не время застоя, а время его стабильности. Такой золотой был век даже Советского Союза. И вот что такое роль личности. И когда он начал прямо вот действовать не в том направлении, мы очень чувствуем, что страна идет к упадку, если не к разрушению. Хотя, вы знаете, вот перед распадом был референдум, тогда более 70% граждан Советского Союза выступали за сохранение Союза. То есть народ был за, руководство был против. Вы сказали, нам очень не хватало свободы. Да. Когда пришла эта свобода, когда Кыргызстан получил суверенитет, не было ли страха перед ней? Вначале не было страха, потому что думали, вот демократия, свобода нам все. Нам обеспечит рассвет, экономика, и народ будет жить. А потом только узнали, вот страх появился потом. Но в самом начале так подумалось там предполагали, что свобода сейчас принесет нам новую жизнь, новые производственные отношения, новые отношения между людьми. И мы пока были, просто охвачены этой свободой. И мы все пытались. Понимаете, просто тогда был кризис слов. Долгое время мы не могли высказаться даже. Вот это хлынуло, и мы ждали момента появления такого парламента, где мы могли бы выразить, высказаться. А мы думали, что вот то, что мы скажем, все будет реализовано. Оказывается, совершенно другой вопрос. Это было позже. Вначале были мы опьянены этой свободой, полагая о том, что свобода означает все. Оказалось, что это не все. Но сама атмосфера, мы же начали работу в этом зале 10 апреля 1990 года. Первая сессия началась в апреле. И мы работали 6 дней, с 10 по 15 апреля. Это тогда был вообще такой общий подъем, такой, знаете, всенародный подъем. Главное было такое мнение, что вот мы завоевали свою независимость, свой суверенитет. Мы сейчас сами будем хозяевами своей земли. Сейчас Москва не будет нас строить, и мы там сделаем то, что мы думаем. Но, к сожалению, получилось не так. И вот на этом заседании даже первый день был очень интересен. Раньше же, как я вам сказал, первый день встал председатель повестки дня на голосование. Как мы долго даже формировать не могли повестки дня. Столько разных мнений, потом позже стало от этого тошно даже от этой свободы. Но каким-то образом сформулировали и только после обеда начали работать. Каждый хотел высказаться. Но зато мы здесь работали до октября месяца 90-го года. Мы что тут сделали полезного? Первое. На первой же сессии в апреле ряд депутатов, в том числе я, выдвинул идею учреждения поста президента Кыргызской ССР. А тогда руководил нашим парламентом кто? Абсамат Масалиев, который являлся одновременно первым секретарем Компартии Киргизии и председателем Верховного Совета, понимаете? И мы прямо дали понять Масалиеву, что вот дайте согласие на учреждение президента. И в конце концов прямо сказали, если дадите согласие, мы учредим, мы готовы рассмотреть ваши кандидатуры, даже избрать вас президентом Кыргызской ССР, как это сделал Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Вторая наша попытка. Мы решили изменить 6-ю статью Конституции Кыргызской ССР, Брежневской, 1978 года. Конституция, там первая параграф, кстати, была написана: Коммунистическая партия Советского Союза является руководящей, направляющей силой советского общества. Но раз наступила демократия, мы написали так: коммунистические и другие политические партии, комсомольские, профсоюзные и другие общественные организации участвуют в управлении государством через выдвижение своих кандидатов, через выборы своих представителей в Верховном Совете и местных советах. На ваш взгляд, какое значение для истории Кыргызстана, для ее сохранения
имеет данный зал и данное здание, где заседал легендарный парламент? Единственное, я хочу сказать, что этот зал является историческим. Знаете, что тем? В том, что я хорошо помню, когда в 1970 году приезжал генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев в Кыргызстан, здесь проходила встреча его с партийно-хозяйственным активом страны. Я был тогда уже депутатом Верховного Совета и сидел в 11-м ряду, знаю. Знаете, какое впечатление он оставил тогда? Очень добрый, прекрасный, простой человек Брежнев. Я помню, он выступал всего лишь 20 минут, его ключевые такие слова. Мы в Коммунистической партии Советского Союза, как Левитанон, целиком поддерживаем Коммунистическую партию Киргизии. И я надеюсь, что это взаимно. Бурные аплодисменты. Он был очень добрым, прекрасным человеком. Вот в этом зале, в этом президиуме сидел сам Брежнев. Мы наблюдали. Интересно было то, что было всего 2 часа совещания. Он 3 раза выходил из президиума в боковой зал отдыха. Потом только узнали из работы охраны, он, оказывается, часто курил. Он выходит курить. Потом спрашивали, что за были сигареты. Говорят, сигареты назвались новые. Потом курящие партийные работники долго искали эти сигареты, и некоторые, оказывается, их нашли только в Москве, в Кремле. Вот он вот такими вопросами. Но сам факт приезда генерального секретаря на нашу встречу запомнился мне на всю жизнь. В этом зале историческом. Поэтому нужно это здание, этот зал сохранить как исторический объект для будущего. Джаймин Акималиевич, работу легендарного парламента можно разделить так условно, скажем, географически на 2 этапа. Первый – это вы работали в старом здании, где мы уже находились, и второй этап – это нынешний, Джугурку Кенежи, где заседает нынешний парламент. Расскажите, пожалуйста, какие были ощущения, когда вы переезжали в новое большое здание? Чувствовали ли вы, что это какой-то новый этап в вашей работе? Это был большой зал только для работников ЦК, для пленумов, там, съездов. Затем полностью этот зал представили нам, конечно, для плодотворной работы. И мы здесь разместились. Но интересно то, что некоторые не знают. Депутаты легендарного парламента, мы не получали никакой зарплаты. Мы не имели никаких служебных машин, никаких кабинетов даже. Квартиры? Не имели ни помощников, ни советников. А квартиры давались? Квартиры тоже не было. Мы просто были довольны тем, что народ оказал нам высокое доверие, этим были опьянены, и ничего не просили. Когда мы пришли в этот зал, даже не было бумаг, карандашей, потом только принесли. И настолько были люди скромные, настолько были люди народные, что они даже стеснялись что-то просить. И вот мы пришли в октябре, конечно, это было другой уровень сознания. Как-то прибавилось нам силы, инициатива, настроение поднялось. И повысилась даже ответственность. Думаем, раз перевели даже новый зал Белого дома, представили свой большой зал, значит, мы должны работать целеустремленно и на благо народа. Вот такое было приподнятое было настроение. Здесь принималась новая конституция, первая независимого Кыргызстана. Утверждался наш флаг, наш СОМ. Расскажите, пожалуйста, как это происходило? Какие у вас были тогда эмоции? Насколько это было волнительно? Это были эмоции, связанные с историей нашего государства, нашей страны, с глубокими изменениями в связи с тем, что Советский Союз уже начал распадать,
коммунистическая партия потеряла свою силу, свою руководящую роль в нашем обществе. Народ почувствовал вот силу, свежий воздух, свободы, плюрализма, как тогда говорили. И каждый депутат, почему-то вот мы почувствовали ответственность за судьбу народа. Если раньше говорили, что это решает там наша партия, там наши руководители, то мы почему-то почувствовали, когда народ нам доверил, каждый человек свою ответственность не только за свой округ там, а за всю страну. Вот это, наверное, как раз привело к тому, что мы здесь принимали судьбоносные решения. Вот я по порядку начну. Приехали, и я потом скажу, но во всяком случае, мы еще в апреле, когда работали, ряд депутатов поднимали вопрос о том, что нам надо учредить должность президента страны. Вот некоторые республики уже объявили свои президентства, но там возражали. И мы здесь решили начать именно с этого вопроса. Хорошо, сейчас коммунистической партии нету, политбюро нет, бюро нет, Москвы нет. Кто будет руководить страной? Ну, парламент сам, он не может руководить, это законодательная власть, очень важная ветвь власти, но кто-то должен быть, занять, ну, хотя бы бывшее место первого секретаря ЦК, который за все отвечал. Ну, конечно, исходя из опыта других стран, с той же Америки и России уже, других стран, мы решили, что надо учредить должность президента Кыргызской ССР тогда была, Кыргызская ССР. Ну, тут все поддержали, и мы 24 октября 1990 года большинством голосов учредили должность президента Кыргызской республики. И тут же начали выборы президента, потому что уже нельзя было откладывать. Вот представьте, почти 6-7 месяцев руководил страной почти только парламент. Да и правительство было не слышно. И началось 27 октября начался новые выборы президентов с новыми людьми. 3 человека они не имели права уже выдвигать, вот согласен. И выдвинули 6 человек. Мы думали, будет Акаев, может, думали. Нет, 6 человек. Я помню, Аскар Акаев, Исанов такой был, Исанов, Аблесов, Дюйшеев, Муралиев. И еще был один товарищ, Осмонов, Бекмамат Осмонов. 6 человек выдвинули свои кандидатуры. Ну, мы думаем, ну, опять все провалится. Там 3 человека, а тут 7 человек. Ну, потом подсчитали голосов. Самое большое число голосов набрал Акаев. В общем, там какие-то голосов 6, только больше, чем надо, набрал. Второе место занял Исанов. Ну, насколько меньше. В общем, президентом Кыргызской ССР стал Аскар Акаев, который был предложен Чингизом Тюргушем Айтматовым. Новый президент даже должен выступить со своей программой. Он насколько был хитер, Аскар Акаевич, он вышел, улыбается, ну, всем он понравился, новый человек, новое лицо. И он говорит, вы знаете, я вот буквально вчера узнал о том, что вы меня выдвигаете. Я, как сказать, не подготовился, но я знаю положение в республике, работал заводилом ЦК Компартии, президентом Академии. Дайте мне время, я попозже приду, подготовлюсь и перед вами выступлю. Он выкрутился, в общем, потому что если он начал выступать, мы задавали вопросы, что-то выявляли его недостатки. Нет, он и тогда был очень умен. Вот так он нас обогнал, как говорится. Мы согласились, и, в общем, вот так мы его утвердили. В общем, здесь были первые выборы президента на парламенте в октябре месяце. Что дальше? Конституция. Дальше было так, раз мы избрали президента, то нужно и идти дальше по пути формирования. Но все говорили, нам же нужна обязательно конституция. Советская конституция уже не подходит, конституция Кыргызской ССР, Брежневская называлась, 1978 года. Даже нам надо разработать новую конституцию, для этого нужно время. Все согласились. Сказали, нужно создать рабочую комиссию, конституционную комиссию из 50 человек депутатов. 50 депутатов избрали. Вначале меня там не было в составе этого, потом кто-то, другой выступили, сказали, надо обязательно включить вот академика Акималиева. С большим воодушевлением
быстро написали очень короткую декларацию государственного суверенитета и единогласно приняли 15 декабря 1990 года. Первыми после России мы приняли, потом другие страны приняли. Это очень важно. После России Прибалтийск мы приняли. И многие не поняли, но это был первый прообраз будущей Конституции. Вот мы определили там принципы правового государства. И определили, какие ветви власти, кто должен руководить. Вот очень коротко, сжатая такая суть будущей Конституции. И мы 15 декабря 90 года приняли декларацию. В 1991 году мы работали над Конституцией. И в 1992 году мы в начале года приняли флаг Кыргызской ССР. Очень бурно в этом зале, очень толковали. И вот в конце концов мы приняли вот красный флаг нынешний Киргизской ССР. В декабре 1992 года мы приняли гимн. Вот нынешний гимн, который хотели изменить, очень это авторы Халы Молдавасан, Насыр Давлеш, другие. Потом в 1993 году, за 2 года у нас уже накопился, мы оформили проект новой Конституции, обсуждали всенародно. И мы 5 мая 1993 года приняли первую Конституцию нового демократического государства. Потом 10 мая мы приняли национальную валюту СОМ. Потом в 1994 году мы приняли герб Кыргызской ССР, а во второй половине 1994 года Акаев нас распустил за год до нашего окончания в знак благодарности того, наверное, что мы избрали его президента. А как так получилось, что День Конституции и ваш день рождения, они совпадают? Мы завершили 5 мая обсуждение Конституции. Ну, ясно, тут же надо ставить на голосование. Шеримкулов был спикером, это мой старый друг по ЦК еще. У нас иногда бывали разногласия. И тут был я его оппонентом, он спикер парламента. Я часто ему задавал такие острые вопросы. Проголосовали, единогласно принята Конституция. Ясно, что когда принято? 5 мая. И вдруг встает спикер, мой друг Шеримкулов, говорит: вообще, я считаю, что вот скоро у нас День Победы 9 мая. Тут 5 мая будет День Конституции, тоже не рабочий день. Потом через 2 дня мы должны опять работать. Давайте мы передвинем 5 мая на 7, 8 там, мая, говорит, чтобы сразу праздновать 2. Да. Чтобы не было. Много не поняли, начали кричать: почему, почему? Он говорит, вот цели, так вот мы, говорит, посоветовались, сказать, тут здесь. Решили, что так целесообразно, чтобы 5-го праздновать, потом еще 9-го, а потом эти рабочие дни отпадают и так далее. Нет, нет, кричат, потом нет, он настаивает на этом. Потом я встал, я понял, почему он это делает. Я встал, выступил, очень внимательно меня слушали. Я говорю: Мирзахан Шеримкулович, я чувствую, что вы возражаете против 5 мая только потому, что это день рождения вашего оппонента Акималиева, мой день рождения 5 мая. Вы поэтому не хотите, чтобы День Конституции совпадал с моим днем рождения. Он: нет. Тогда почему возражаете? Ну как же, сегодня же принято, надо утверждать. Я говорю, хочу вам сказать, вы бывший секретарь ЦК Компартии Киргизии по идеологии. Ваш дедушка тоже родился 5 мая. Говорю, это Карл Маркс, я говорю. Хоть уважайте, если меня не уважаете, уважайте Карла Маркса. 5 мая, говорит, это день печати. Давайте остановимся. Он опять. И некоторые депутаты начали поддерживать его, может, действительно так сделаем. Потом стоит один молодой депутат с Ошской области, к сожалению, он скончался, он говорит: товарищи, конечно, говорит, надо сегодня утвердить. Сегодня, раз мы утвердили, надо сегодня объявить День Конституции. Вот, например, у меня жена сейчас беременна, говорит. Вот она вот должна, допустим, родить сегодня, что я скажу ему обязательно, скажу, через 5 дней будешь рожать, что ли? Это же противоестественно. И все смех в зале, и все крикнули: давайте сегодня, сегодня. Но есть ли ваше личное какое-то решение, принятое, когда вы были депутатом легендарного парламента, которым вы сейчас гордитесь? Я, когда обсуждали Конституцию на заседании парламента, там было, который прошел, Конституцию, мы написали, что Кыргызская республика, земля является
государственной собственностью. Это я выдвигал, и многие другие. То есть это вопрос, который прошел. И где-то 50-60 депутатов выступали против. Они сказали, что земля должна быть частной собственностью. Я был главным глашатаем, я сказал, никак нельзя, земля – главное богатство. У нас земли очень мало. Если мы передадим частную собственность, тогда мы будем лишены этой земли. Земля – это наша мать. Мать обычно не продается, не покупается даже дешево. И после долгих споров на заседании парламента приняли вот это мое предложение, что земля в Кыргызстане является только исключительно государственной собственностью. Вот чем я могу гордиться. Таким образом, я сохранил землю в составе государства тем, что никто не разбазарил. И главное, я сохранил землю для будущего нашего поколения. Пожалуй, вот этот вопрос, который выдвигался и другим, но абсолютно как специалистом, ученым мною, через бурные испытания прошел через парламент. Вот этим я горжусь. Но сразу скажу, ведь потом в 1994 году, когда распустили, приняли новую, другую конституцию, они же именно начали с этого вопроса, и на следующей конституции объявили землю частной собственности, и началось вот разбазаривание сельского хозяйства наших земель. В общем, так, легендарный парламент, если говорить там кратко, это разработал или создал правовые, политические, социально-экономические основы нового правового демократического суверенного государства. Мы все определили, какая должна быть система управления государством, мы определили ветви власти. В общем, мы создали правовую основу нового кыргызского государства. В этом заключается главная заслуга легендарного парламента. По решению судебных вопросов последующие созывы парламента до сих пор не повторились. Вот как ни странно, я вам скажу, в первый, наверное, последний раз, наверное, легендарный парламент были избраны самые лучшие сыновья и дочери народа Кыргызстана. Вот таким отличается легендарный парламент. Джамин Акималиевич, мы сейчас находимся с вами в том самом университете, откуда, можно сказать, начался ваш путь во взрослую жизнь. Сейчас это аграрный университет имени Скрябина, раньше он назывался по-другому. Почему вы вообще решили поступать в сельскохозяйственный институт? Ведь у вас был и другой выбор. Насколько я знаю, вас рекомендовали, отправляли в Москву. Я попал в сельскохозяйственный институт совершенно случайно. Вот я вспоминаю категории философии случайность и закономерность. С одной стороны, вроде случайность, с другой стороны, оказывается, это является закономерным явлением, потому что я вырос в селе, на земле, в отдаленном Акталинском районе Нарынской области. И когда еще был школьником, я увлекался полеводством. В каком плане? В высокогорной Нарынской области тогда выращивали только травы, ну, в лучшем случае ячмень. А один год приехала сюда одна русская семья, его звали Федор, а кыргыз его назвали Чотур почему-то, Чотур, не Федор, Чотур. Он жил у нас в нашем селе, где я родился, и начал выращивать овощи в условиях центрального Тянь-Шань. Это была такая новость. Я увлекся, вот, интересовался, как выращивать помидоры, огурцы.
А потом он начал выращивать арбузы в условиях Нарынской области. Еще больше Я удивились. опять заинтересовался арбузы для Нарынской области. Это было как космос. Затем я просто попросил отца отпустить меня на несколько дней, чтобы учиться у него, как выращивается арбуз. И начал выращивать арбуз у себя в огороде, у нас в небольшом огороде во дворе. И выращивал в течение 2 лет арбузы такие огромные, потому что двор был очень занавоженный, воды было достаточно, и все село приходили, ели арбузы и благодарили. По всей вероятности, наверное, вот были заложены еще в детстве вот такая любовь к земле. А ведь, как вы сказали, я же хотел быть певцом, артистом, хотел быть таким певцом, кыргызским соловьем, как Муса Баетов. Потом второй был такой вариант, когда я заканчивал среднюю школу, поступило на район одно направление в Москву. Московский институт торговли, высшее учебное заведение. Я обрадовался. Преподаватель сказали, только есть один человек достойный, это Аким Али, он заканчивает аттестат зрелости с 5. Я обрадовался. Потом прихожу к отцу Акималу, он был очень строгий, очень хороший, но очень строгий был человек, нас воспитывал достаточно очень крепко. Я говорю, вот отец, вот только 2 варианта. Первый вариант – это отпустить меня в какое-то, наверное, замес музыкальное училище. Я хочу быть артистом, каким был вот Муса Баетов. Второй вот направление в Москву. А что там в Москве вы ждет? Там, говорит, институт торговли. Сода? Он говорит, сода, тогда сода. Он говорит, сын мой, иди на любую другую специальность, кроме 2, говорит. Ты не будешь ни артистом, не будешь торгашом. Вот так тогда слова отца для нас были указом. Законом. Его слова не подлежали даже обсуждению, только исполнению. Я заплакал, конечно, потому что упускал возможность поехать в Москву учиться. А второй вот стать артистом. Он хотел сказать, вот 2 специальности я тебе запрещаю. Ну, ясно, приезжаю во Фрунзе учиться. Я решил поступить в Киргизский государственный университет. Тогда открылся в 1951 году. Я перечитывал всю кыргызскую художественную литературу, знал на отлично. Я решил поступить на филологический факультет университета. Прихожу, какой-то сидит бюрократ, небольшого роста кыргыз, посмотрел документы и отказывает. Приеме документ. Почему? Тебе только 15 лет. А ты читай, там написано, мы принимаем 17 до 35 лет. Я говорю, я же имею аттестат зрелости с отличием. Это не имеет значения. А я закончил 15-ю среднюю школу, я же поступил в военные годы, в 1943 году. И нас, лучших учеников, переводили во 2 класс. Я за 8 лет закончил 15 лет средней школы, отлично. И вот он отказал мне, понимаете. Вышел, опять заплакал, потом там сидят какие-то люди и говорят, они увидели, как я плачу, 15 лет. Ты иди, говорит, там есть такой сельскохозяйственный институт, там, говорит, высшая железная дорога. Тогда это считалось очень далеким местом. Говорят, там принимают первоочередно ребят с отдаленных районов, ты же Актанинского района. Ну, я обрадовался, приехал, показываю документ. До сих пор помню фамилию этого доброго человека. Горин, его фамилия была, Горин принимает. Без всяких разговоров принял документы, не стал обращать на возраст. Я обрадовался, я говорю, на какой факультет хочешь? Я говорю, я приехал в Центральный Тяньшань, у нас одно животноводство, поэтому давайте на зоотехнический или ветеринарный факультет. Он говорит, все кыргызы находятся, говорит, там. И там огромный конкурс, говорит, на одно место по 10 человек. Это вряд ли там пройдешь. Я рекомендую тебе поступить на агрономический факультет. Я не знал слова агроном, а что такое агроном? Он говорит, это переводится «хозяин поля». Тогда я вспомнил вот те овощи, помидоры и арбузы. Я говорю, ладно, поступлю, я дал документ. Расскажите, какая здесь была атмосфера, а самое главное, как был построен учебный процесс, потому что на тот момент Кыргызстан был ведущей аграрной республикой в Советском Союзе. Много ли было практики здесь? В 1951 году я поступил. Тогда, конечно, был советский период, конечно, была дисциплина очень высокая, но в этом институте готовили, как тогда говорят, самых лучших профессионалов, так назвали почему-то. Потому что сельское хозяйство, правильно, это было основной отраслью экономики.
и на нее обращали большое внимание. Но как можно без специалистов развивать сельское хозяйство? Поэтому и правительство уделяло большое внимание этому институту. И знаете, вот в то время, что мне запомнилось, этот процесс назвался не просто учебным процессом, как сейчас говорят, назвался учебно-воспитательным процессом. Потому что, во-первых, конечно, обучение давало воспитание, но в то же время наряду с обучением придавали большое значение воспитанию студентов. А что касается учебного процесса, почему был очень высокий уровень подготовки? Потому что нам преподавали в основном люди, которые приехали во время войны из Москвы, Ленинграда и Киева. Очень много было русских и украинцев. Тогда не было, чтобы кто-то с кем-то пропускал практические занятия. Даже был редкий случай, когда если человек пропускает даже лекции, это считалось ЧП. И нам преподавали прекрасные преподаватели. Потом я не могу не вспомнить, что хотя он преподавал на зоотехническом факультете, мы специально ходили слушать Лушикина, великого Лушикина, это автор вот этой породы, тонкокровной породы овец. Это был сам москвич, он читал лекции как артист. Настолько, знаете, читал доступно, что мы с ленты Агрофак специально посещали, я лично, что ее только послушать. Вот какие были преподаватели. Вот когда поступил на первый курс, что было у меня очень значимо, потом этот фактор сыграл огромную роль. Я на первом же курсе 1 сентября 1951 года на собрании, посвященном открытию учебного года, я увидел Чингиза Айтматова. Но это было событие, которое на всю жизнь осталось свой след. Идет собрание, я стою там сзади, потом поступает ректор, потом преподаватель, и вдруг выходит один такой красивый человек европейского стиля, говорящий по-русски чисто, ну, современный человек. Я спрашиваю, что за такой интересный человек? Они говорят, это студент 4-го курса зоотехнического факультета нашего института Чингиз Айтматов, говорит. Он, говорит, еще пишет какие-то статьи. Недавно вот вышел у него еще один рассказ. И вот это самый интересный человек, студент. И он является единственным сталинским стипендиатом. Говорит. Я с ним проучился 2 года вместе. Он через 2 года закончил, ушел, а я потом в 56 году. Но позже я познакомился с ним ближе, и вот в течение более чем полувека, до 2008 года, когда он ушел из нашей жизни, мы были в дружественных отношениях, и этот фактор знакомства, личного знакомства с Айтматовым сыграл огромную роль в моем дальнейшем развитии со всей страны. Скажите, вот ваш характер, смелость и готовность отстаивать свою позицию, это тоже сформировалось здесь? Почему спрашиваю? Знаю про вашу встречу с Хрущевым, да, где вы действительно отстаивали свою позицию, когда он говорил, что мало выращиваете, вы говорите другие условия. Ну, во-первых, это, наверное, генетически от родителей, наверное. Мои родители и отец, мать были очень честными людьми, простыми крестьянами. А отец был активистом. У него не было высшего образования, конечно, даже среднего, но он был настолько активным, что его постоянно выдвигали. Должность даже председателя колхоза некоторое время, но в основном он работал председателем сельского совета. Это была очень важная должность. И отец был вот таким открытым, очень добрым, но очень строгим человеком. Его люди уважали за справедливость, за то, что он всегда говорит правду в глаза и никаких там интриг не ведет. Он говорил прямо открыто, из недостатков, в то же время поддерживал. Во-первых, наверное, отсюда. А во-вторых, именно обучение вот в сельскохозяйственном институте, вот такой среде, интернациональной среде. Ведь я же знаю характер русского человека, его широкую душу. Вот до сих пор я вот сохранил это качество. Во-первых, открыто говорить недостатки и настаивать свою принципиальную позицию. Это от моих родителей и, конечно, от тех преподавателей, которые здесь преподавали. И это преподаватели настолько были самостоятельные, вот, которые приехали. Они никого не слушали. Тогда не было же вот факта чего-то поступления по блату, или там взятку кто-то брал. Это был чистейший институт, и в этом нам показывал пример вот именно приезжие преподаватели из Москвы, Ленинграда, Киева. Вот откуда вот такие качества, которых потом я развил во всей своей жизни. Давайте про Хрущева поподробнее. Чем вам это обернулось? А самое главное, когда вы отстаивали свою позицию, внутри такого переживания, страха не было?
Что касается Хрущева, это был 1964 год, август. Хрущеву тогда ровно было 70 лет, я помню. Мне 28 лет. Хорошая разница. Я уже кандидат сельскохозяйственных наук, директор Кыргызской опытно-селекционной станции по сахарной свекле. Пошли разговоры о том, что Хрущев скоро приезжает в Кыргызстан с Казахстана. И начали готовиться. Потом один день мне звонит работник отдела сельского хозяйства ЦК, был Исаев, я хорошо помню. И он звонит, вот тут решили, он посещает выставку дочерей народного хозяйства, и ты должен рассказывать Хрущеву, говорит, по сахарной свекле. И приезжает Хрущев в августе, заходит в павильон в сопровождении первого секретаря ЦК Субалиева, председателя Совета министров Булата Мамбетова и председателя президиума Кулатова. Четвером. Передо мной стоит толстенный такой, лысый, рыжий, с бородавкой на лице, пузатый человек. Это был Никита Сергеевич Хрущев. Ну, я растерялся вначале, потом начал стратить. Дорогой Никита Сергеевич, по урожайности сахарной свеклы Кыргызская ССР занимает первое место в Советском Союзе. Какой урожай получаете, спрашивают? Я говорю, 400 и более центнеров с гектара. Ой, тогда становится, говорит молодой человек, ты где-то витаешь в облаках, я сейчас посажу на землю. Слово «посажу» было настолько влиятельно, я даже потерял сознание, наверное. Вот ты говоришь, хвастаешься, по 400 центнера получаешь. А ты знаешь, в моем колхозе Калиновка, Курской области, представитель колхоза товарищ Грачев получает по 500 центнеров. Я говорю, Никита Сергеевич, мы говорим о разных вещах. Я начал возражать Хрущеву. Я знаю этого Грачева, он действительно получает по 500 центов, но на площади 500 гектаров. А я вам говорю об урожайности в целом страны, республики. Мы получили по 400 центов на площади 45 тысяч гектаров. Есть же разница, Никита Сергеевич, между 500 и 45 тысяч. Он встал, замолчал. Спор пошел. А потом кто-то приходит меня в бок. Такой сильный удар, смотрю, Турдахов Свалич. Прекрати, мол. Тихо, да? Я Хватит. замолчал. Минуту, полминуты стояли. Те в растерянности руководства. Видимо, Почему-то не Хрущев сильно говорит такие слова. Потом Хрущев говорит, ну ладно, до свидания, молодой человек. Желаю успеха, подал руки и пошел дальше. И вот такой случай. Потом что же получилось? Интересно ваша бывает жизнь, события. Я, конечно, очень переживал. И через 2 месяца в октябре утром, включая радио, все советы говорит, Хрущев смещен со всех своих постов за волюнтаризм и серьезный недостаток в работе. Это через 2 месяца после августа. Я кому-нибудь сказал, слава Богу, вот так воскликнул, потому что я переживал, когда меня исключат с партии за такие вещи. И вот такие его сняли, и потом состоялся пленный. И что думаете? Все люди, которые тогда хвалили Хрущева, начали его обливать грязью. Это негодяй, это волюнтаризм и так далее. Вот какой был жизни. Но вот этот случай потом мне помог. В каком плане? Я смотрю, после этого ухода Хрущева начали меня поднимать. Это в 1964 году. В 1965 году меня избирают членом ЦК Комсомола Республики, членом бюро ЦК Комсомола Республики. В 1966 году меня избирают делегатом 15 в ЛКСМ Москву от Кыргызстана. Я приезжаю в Москву, Кремль. Там был известен второй секретарь комсомола, был такой Пастухов Борис Николаевич. Он был знаком с ним. Выступает докладом мандатная комиссия уже в Кремлевском дворце съезда, уже было, большой зал уже готов. Выступает и говорит, назвать лучших делегатов съезда Комсомольского союза. Среди них вот такой Мариб Джамин, молодой ученый из Киргизии, называет меня. Представляете? Наряду с Гагариным, Терешковой, там, другими передовиками, Келдышем, там, учеными, назвать от Киргизии мою фамилию. Я ахнул, меня начали поздравлять, когда вышли на перерыв, увидел в зале дворца Пастухова. Я спрашиваю, как же так получилось, вы назвали меня? Говорит, а ты что, думаешь, мы ничего не знаем? Мы оценили твою, говорит, вот спор, твою принципиальную позицию, когда ты спорил с Хрущевым Кыргызстана. Это, говорит, нас дошло, и все мы, говорит, тебя поддерживали, но тогда мы ничего не могли говорить. Учитывая твою принципиальность, открытости и честности, вот решили, рекомендовали мы Кыргызстану вас
избрать членом, это, делегатом съезда. Вся жизнь впереди, еще посмотришь, еще одно, что такое. И что думаете, в конце, через 5 лет завершать съезд, зачитывается кандидат в список членов ЦК, руководящий состав. И в числе членов ЦК ВЛКСМ, Всесоюза комсомола, числится моя фамилия. Я таким стал наряду с Гагариным, Терешковой, членом ЦК Всесоюза комсомола в 1966 году. Расскажите, пожалуйста, о том времени, когда вы были первым заместителем министра сельского хозяйства. Это ведь совершенно новое уже качество, оно требовало от вас новых усилий. Когда вы сами осознали, в какой момент вы сами осознали, что все, это уже другой уровень ответственности? Но первое было, что масштаб работы. Ну что такое? Ну, тогда нас назвали небольшим хозяйством, но было 1200 гектаров пашни. Это же огромные. А тут 1 200 000 гектаров пашни в республике, 509 колхозов, совхозов. Все это на моей шее. И на меня возложили все наука аграрная и все полеводство. Тоже не только свекловодство, которое я хорошо знал, хлопководство, табаководство, все другие отрасли. И это была, конечно, огромная тяжесть. Потом что-то мне не понравилась сама работа. Через месяц я пришел в ЦК, там уже секретарь ЦК. Я говорю, просьба, пока не поздно, освободите меня, верните туда на работу. Во-первых, там, говорит, уже работает другой человек. Во-вторых, такого никогда не было, не будет продолжать работать. Ну, я продолжал, потом что решил? Раз не отпускать, я решил, надо знакомиться сначала. Я привык же знакомиться с республикой. Я тогда не во всех областях бывал. И начал с самых отдаленных районов Ошской области. Тогда была только одна Ошская область на юге. Начал с Лилякско-Баткенского района, это родина Исхак Разаховича. Там далек еще Алабукинский район, Джалабадская область и так далее. В общем, объехал в течение года всю республику, увидел страну, увидел людей, и у меня расширился кругозор, масштабы свое мышление. Тогда я говорю, наверное, это полезная работа. Если я раньше знал только свое хозяйство, свой район, что я сейчас знаю, как-то стал совершенно другим человеком, как-то масштабным человеком, и меня это обогатило. Я почувствовал, что этого мне не хватало, оказывается, я говорю, не хватало. Если я сидел бы в хозяйстве, наверное, я не был бы таким человеком республиканского масштаба. Вот это было самое главное. Во-первых, я узнал, что делается в республике. Во-вторых, познал всю страну, его разнообразие и прекрасных людей. И вот достиг хороших результатов. Ведь я проработал там 2,5 года всего лишь. Начал внедрять научные методы ведения сельского хозяйства в отдельных районах, начал вводить севообороты, внедрять лучшие сорта, семена. И меня заметили на всей вероятности. И когда проработал всего 2,5 года, меня указом президента Верховного Союза наградили орденом Трудового Красного Знамени. Вот за 2,5 года. Ну, думаю, хорошо, все, я привык, знаю все сельское страны. Но я так думал, наверное, впереди у меня только ожидать, наверное, должность, возможно, министра, думаю, так. Все считали, это будущий министр, молодой. Вдруг опять вызывает меня прямо первого секретаря ЦК Субалиева, через 2,5 года всего. Прихожу, он опять расспрашивает, меня дает хорошую оценку моей работы и говорит, товарищ Акимович, мы решили использовать вас на другой работе. Я испугался. Я говорю, туда, что за работа? Мы хотим вас рекомендовать первым секретарем Соколовского райкома партии. Я думал, это будет тяжело, мне эта работа понравилась. Мне удалось установить контакт с людьми. И вот в течение 9 лет я вывел Соколовский район на первое место в республике по всем показателям сельского хозяйства. Не только по полеводству, но и по животноводству, по всем другим образом. И мы получали всесоюзное знамение уже в ЦК КПСС. За 9 лет работы меня наградили орденом Ленина, орденом Октябрьской революции. Представляете, за 9 лет, будучи первым секретарем. И только в 1979 году, через 9 лет, меня перевели ректором опять Кыргызского сельскохозяйственного края, где я учился студентом агрономического факультета. Мы сейчас находимся в том кабинете, где вы работали ректором, да? Вот в 1979 году, тогда было мне 43 года, я опять вначале не соглашался.
Я согласен только по одной причине. Я уже, будучи дальше первым секретарем, продолжал научную деятельность в Соколовском районе. И уже даже начал писать диссертацию. Но тогда было такое положение, что первым секретарем райкома партии не разрешалось защищать докторскую диссертацию. Представляете? Это считалось, что он не работал там на работе, а занимался наукой. Такого было. А мне надо было защищать обязательно. А ректор института высшего образования обязан быть доктором наук. Я согласился, и здесь через 2 года защитил докторскую диссертацию. Джамиль Камилевич, одно из решений, принятых вами во время того, как вы работали ректором, это памятник, находящийся напротив университета Скрябину. Да. Расскажите, пожалуйста, зачем вы это делали? Почему вы считали это важным? А кто такой Скрябин? Это выдающийся советский ученый. Константин Ильич Скрябин был одновременно доктором 3 наук. И когда прибыл в 60-м году Скрябин в Академию наук, я участвовал в этом собрании. Я впервые увидел этого человека. И это была сказка. Очень высокий человек, стройный человек, худощавый, такой усы, как у Буденного, бородой. Очень интеллигентный человек, очень такой открытой душой. Я даже успел ему подать руку, пожал. Вот это меня запомнился. Потом, став ректором, вспомнил академика Скрябина. Во-первых, почему у него ничего нет, никаких здесь знаков, даже бюста, даже портрета, когда его имя носит этот институт? 45-го года, это 83-й год, почти 40 лет прошло. А потом что-то думал, почему нельзя хотя бы установить вот в главном корпусе бюст такой большой Константина Скрябина. Вот как раз 50-летие института. Потом я начал интересовать, какие эскизы есть. Потом пошел в ЦК. Зашел к самому Турдаху Сваличу. Я говорю, Турдах Свалич, вот такой человек. Он знает отлично. Он же был большим интернационалистом. За дружбу народов он головой стоял. Я говорю, вот нам скоро будет 50 лет. А нельзя ли установить какой-то памятник или хотя бюст Скрябину? Он одобрил. Он сказал, надо памятник установить. Вы правильно говорите, я поддерживаю ваш. Столько лет мы ничего не имеем. Но я взялся. За 2 месяца мы построили это памятник. За 2 месяца во время каникул 1982 года люди ушли на каникул в конце июня, 1 сентября учебный. Вот за 2 месяца я не спал, только работал. И в сентябре было открытие этого памятника. И когда доложили у Соболева, оказывается, о том, что состоится открытие, он сказал, я лично буду принимать участие, буду открывать. Представляете, какое значение? Вот они, вот у нас есть фотографии. Приехали все члены бюро ЦК во главе с Соболевым. И вот на этой площади мы открывали этот памятник. Приехал внук Скрябина из Москвы. И вот 1982 года, это уже 44 года прошло, стоит это величавый памятник. Считает это одним из лучших памятников вообще в столице нашей страны. У Соболева подчеркивала роль Скрябина в организации наук, образования. И, конечно, подчеркнул вот значимость и дружбу народов Советского Союза, которая обеспечивает там успех. Вот таким путем был установлен памятник. Позже, я когда был в Москве, его сын тоже стал академиком, он не мог тогда принимать участие. Главный ученый секретарь Академии больших наук. Он меня лично принял и поблагодарил, даже дал мне такой небольшой подарок, в знак благодарности о том, что мы установили памятник Скрябину. Он заявил, что даже такого величавого памятника нет даже в Москве. Ведь в Москве есть Московская ветеринарная академия имени Скрябина. Оказывается, там нет памятника, есть только небольшой бюст. Таким образом, в 1982 году мы установили памятник накануне 50-летия образования нашего сельскохозяйственного института. Это был самый лучший подарок к этому событию. И вот наступает 1983 год. Мне доходит слух о том, что вроде нашего института представляют какой-то награде. Тогда редко награждали вот коллективы. Только начиналось, но отдельных людей награждали коллективы. И в 1983 году летом выходит указ Президиума Верховного Совета Союза СССР
о награждении Кыргызского сельскохозяйственного института имени Скрябина орденом «Знак почета» за большие заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для сельского хозяйства и развития аграрной науки. Вот точно я помню. Вот такой вышел указ, но это было огромное событие. Указ вышел, думаем, а как же? Мы думали, вот здесь, в актовом зале, здесь все проведем торжественное собрание. И опять вот поддержка Турдахун Сувалиева. Когда узнал об этом указе, он дал поручение своему отделу провести торжественное собрание в новом здании Кыргызской государственной филармонии имени Тохтова Сатланова. Мы получили орден, установили памятник. Я поставил вопрос о строительстве нового корпуса для факультета механизации. У нас был корпус для других факультетов, вот главный учебный корпус. Но вопрос механизации тогда ставили на первом плане, потому что без механизации невозможно было развивать сельское хозяйство. Не было производства труда, не было дешевой продукции. Мы тогда, в советский период, довели уровень механизации сельского хозяйства республики до 75%. Сейчас уровень механизации на сегодня 7%. Все делается вручную. Тогда мы должны убирать с помощью машин не только хлопчатник, но сахарную свеклу убирать комбайнами. Ну, раньше привыкли люди убирать пшеницу, там, зерно комбайном. Мы начали комбайном убирать хлопчатник и сахарную свеклу. Вот до чего дошли. Поэтому очень большое внимание придавалось обеспечению наших колхозов, совхозов инженерами, механизаторами, которых не хватало на местах. Меня зовут Нурзат Эрмековна Тутубаева. Я ректор Кыргызского национального аграрного университета, недавно назначенный распоряжением президента. Вы поступили в данное учебное заведение, когда его ректором был Джамин Акималиевич. Вспомните, пожалуйста, каким в то время был этот университет? Да, как раз я поступила в университет в 1994 году, а в 1996 году произошло большое реформирование аграрного вуза, и Кыргызский сельскохозяйственный институт преобразовался в Кыргызскую аграрную академию. При Кыргызской аграрной академии, в Кыргызскую аграрную академию вошли все научно-исследовательские институты аграрного сектора. И в этот момент на самом деле Кыргызская аграрная академия получила очень большие возможности и сильную мощь развивать аграрный сектор страны. Вот и я как раз выпускница, в 1998 году закончила бакалавриат, и год мы отучились по специалитету. В 1999 году я завершила как раз в тот момент, когда было становление этой аграрной академии. Джамин Акималиевич в главе преобразовывал, поднимал этот вуз на новый уровень. Я правильно понимаю, что те решения, те наработки, которые принимал Джамин Акималиевич, будучи ректором этого университета, они заложили фундамент и позволяют сейчас ему развиваться дальше? Да, мы сейчас развиваемся по той траектории, которая была заложена нашими предшественниками, то есть это интеграция учебного процесса в научно-исследовательские институты. Я считаю, это был очень хороший выбор, хороший шаг. И сейчас также университет держит курс интеграции учебного процесса в производство и в научно-исследовательские институты. Когда вы были студенткой, наверняка вы встречали Джамина Акималиевича в лекционных залах, в коридорах данного учебного заведения. Какое впечатление о себе он создавал? Да, более того, в
в том году, ну, ежегодно президент страны собирает отличников на слет отличников. На Иссык-Куле он собирал. И мне тогда посчастливилось быть в качестве представителя нашего аграрного, в то время аграрной академии. И мне было очень отрадно, что наш ректор лично встретился с нашей делегацией, лично нас приветствовал, лично интересовался нашим будущим. Я думаю, у меня тогда создалось впечатление, что он очень заботливый, хозяйственный и сильный ученый. Джамин Акималиевич, расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш путь в науку и конкретно как вы оказались здесь, в Академии наук? В 1979 году для меня это была неожиданность. Избирали единодушно членом-корреспондентом Академии наук. Киргизский СССР так назывался. Но это очень высокое. Я был, конечно, до этого следователем, но что окажет такое доверие, я, во-первых, не знал, во-вторых, это было очень приятно. Ну, наверное, это было не без поддержки Центрального комитета и Турда Кунусбалиева, надо полагать, который меня хорошо знали. Но это было человеку, который работал первым секретарем райкома партии, было, конечно, неожиданно для многих. Но, в общем, я вошел вот в стены этой академии в 1979 году. Мне тогда было 43 года. Потом я ждал звания академика целых 14 лет. Но я активно работал и вел научные исследования. И позже я разработал прогрессивные технологии возделывания орошаемой сахарной свеклы в условиях Киргизии. Дело в том, что основные зоны свеклосеяния Союза это были на Украине и России. Они там выращивают без полива. Много выпадает осадков. А у нас без искусственного орошения невозможно. Поэтому наша свекла отличалась от других. Внедрил это свои научные разработки в производство масштабного района. Это большой район. И мы добились высоких урожаев. И Кыргызстан занял первое место в Советском Союзе по урожайности. Это было событие. И многие поняли, что благодаря научным основам возделывания производство добились таких успехов. И что думаете, тогда меня присвоили звание лауреата Государственной премии Кыргызской ССР в области науки и техники. Это самое высокое признание научных заслуг. Я избираюсь в 90-м году академиком Всесоюзной академии наук. Раньше был только один человек, Мамонтов, а я второй кыргыз, который в истории стали академиком Всесоюзной академии. А Алдашев не прошел. Я только тогда оценил вот высокий дух и доброту, честности советских русских ученых. Там были в основном российские ученые, но они настолько были объективны. На ваш взгляд, насколько должно тесно развиваться сельское хозяйство вместе с научными исследованиями, которые осуществляет именно Академия наук? Ну, в Академии наук вот институт сельскохозяйственного направления других профилей непосредственно не подчиняется. Но раз я академик Национальной академии, я должен, конечно, ежегодно отчитываться о своей деятельности и так далее. И поэтому, если говорить о научных основах, я считаю, что наше сельское хозяйство, которое является основной отраслью нашей экономики, может развиваться только на научной основе. Это доказано вот в советское время.
Вот когда бы, я вам говорил, внедряли прогрессивные технологии возделывания сахарной свеклы, то есть начиная от посева до ухода, орошения и уборки, и в Чуйской долине начали широко применять после нашей разработки, Сокуловский район вышел по урожайности свеклы на первое место. Появились такие знаменитые личности, как дважды герой с острова Зорхан Гайназарова, герой Советского труда Керми Шопокова, это супруга героя Советского Союза Дишанкула Шопокова, Гульсара Сулайманова, Воробьева и другие по сахарной свекле. И мы тогда доказали, и об этом это признала и страна, и Советский Союз, что в Кыргызстане широко применяются научные принципы, научные основы, и на этом основании они добиваются высоких результатов. Не только полеводства, но и животноводства. Ведь тогда именно с помощью науки мы вышли на передовую позицию. По урожайности сахарной свеклы, кукуруза Кыргызстан занимал первое место в Советском Союзе, а по животноводству мы занимали третье место после Российской Федерации и Казахстана. Во всем этом заслуга науки. И сейчас без применения научных основ и принципов невозможно дальнейшее развитие сельского хозяйства. Сейчас, к сожалению, в результате неправильной аграрной реформы крупные 509 колхозов, совхозов раздроблены на 500 000 мелкотоварных неэффективных крестьянских хозяйств. Даже и в этом случае я сейчас продолжаю настаивать на том, чтобы они внедряли хотя бы краткопольный севооборот участием зернобобовых культур, чтобы повысить эффективность и повысить плодородие почвы. А вообще, в принципе, вот я считаю, что в нынешних условиях, если мы хотим дальнейшего развития сельского хозяйства, надо на добровольной основе укрупнять мелкотоварные неэффективные хозяйства, крупные кооперативы с сохранением права на частную собственность. Мировая практика показывает, что только крупное товарное производство с применением научных достижений может добиться высоких результатов. Очень много сейчас говорится о водном кризисе в Центральной Азии. Недавно был опубликован доклад у университета ООН под названием «Глобальный водный дефицит». Нам это тоже все грозит. В этом свете как должно взаимодействовать сельское хозяйство и наука для того, чтобы мы смогли быстро адаптироваться к меняющимся условиям климата? Дело в том, что в результате глобального потепления климата сейчас начали быстро таять наши так называемые вечные ледники. И несмотря на то, что Кыргызстан обладает 40% всех водных ресурсов Центральной Азии, нам не хватает воды. Это, конечно, странно. И вот я приведу один страшный пример. За последние 50 лет я его взял. Во-первых, за последние 50 лет в Кыргызстане средняя температура воздуха увеличилась на 1,7 градуса. Хотя по всему миру 1,3. Видите, быстрее у нас идет потепление климата, чем в других регионах мира. Это уже опасно. И вот за 50 лет у нас ледники уменьшились на 20%, представляете? И поэтому даже есть прогноз, если никаких мер не будет приниматься, то может состояться водная война настоящая. Понимаете? Поэтому нужно предпринять сейчас меры. Вот в следующем году у нас состоится горный саммит мировой. Я думаю, там тоже будут приняты какие-то меры. Но вот если говорить о сельском хозяйстве, то мы должны принимать какие-то научные мероприятия к этому вопросу. Вот в будущем, получается, у нас климат теплеет постепенно, и появляется очень много засушливых земель, засушливой зоны. Мы и так находимся в засушливой зоне, еще будет крепче. Значит, что выходит? Тогда нам надо, ученым аграриям, надо как-то, может, выводить сорта сельскохозяйственных культур устойчивых к засухе. А у нас же есть такие сорта. Под моим научным руководством наши ученые вывели, допустим, такие сорта озимой пшеницы, как асыл, кыял, тилек, или яровой пшеницы, аракет, данг, хасиет, факультативной пшеницы, сорта интенсивный, джамин, и багарной пшеницы, хайрак, адр, ехол.
И я могу продолжить эти сорта, я знаю и по другим культурам, по сахарной свекле, кукурузе, овощным половым и так далее культурам. И вот эти сорта мы создавали именно в условиях жесткой багары. Они в любом году, если даже засушить, дают нормальный урожай, ну, во всяком случае, где-то 30-40 центнеров. А другие сорта, российские, казахские, дают 10-15. То есть у нас имеется засухоустойчивые сорта, и мы подготовились. И когда я об этом не говорил на одном из международных семинаров, все очень заинтересовались. И наша задача сейчас вот развивать селекцию, семеноводство и засевать наши поля только отечественными сортами, семенами этих засухоустойчивых сортов. В детстве у вас была мечта связать свою жизнь с музыкой. Ну, не получилось, пошли по другому направлению, но тем не менее музыку вы не бросили. Да. Это действительно ли, что первым вашим учителем на Комузе был ученик Мусы Баетова, и что сам Баетов вас благословил? Это так. Муса Баетов – это кыргызский соловей. Он уроженец моего района, Акталинского района. Его село Байгончак находится рядом с нашим селом Угут. И моим отцом они были такие друзья. И вот в 1948 году, после войны, когда мне было 19 лет, приезжает Муса Баетов в наш район. А затем отец его перевозит в наш Угут. И Муса Баетов на Комузе и прямо во дворе школы, это было зимой, морозы достигали 30 градусов, в одежде исполняет свои великие кыргызские классические песни. А потом они как-то замерзли, привел отец нам домой, у нас было тепло, и Муса Баетов пел чуть ли не до утра. С ними были еще два артиста, но в основном Муса. Но я был восхищен и просто ошарашен. Я раньше слышал его песни по патефону, у нас были пластинки. Но чтобы слушать живого Муса Баетова, это была мечта каждого кыргыза, даже не только кыргыза, но и советского человека. Он же с этими песнями ездил в год войны на фронты и добивался высоких результатов. И тогда я вам говорю, решил стать таким певцом, но не получилось, пошел по сельскому хозяйству. Но все равно эта мечта осталась у меня в душе, его нельзя было вытравить. И вот именно под влиянием великого кыргызского певца соловья Мусы Баетова я в 1960 году, тогда было мне 24 года, и сочинил песню «Джалджалым». Это была моя первая классическая такая, говорят сейчас люди, песня, посвященная моей первой чистой любви, в общем. Сочинил мелодию, нет слов. Тогда не было такого, как сейчас, прямо каждый пишет стихи какие-то непрофессиональные поют. Нет, тогда мы должны были петь только на слова профессиональных акынов или там поэтов. Я начал искать слова в библиотеке, не нахожу, и натолкнулся на стихи великого поэта Кыргызстана Алы Тахомбаева. Этого нашего аксакала, я его знал. Песня называлась «Назбүбү». «Назбүбү» это переводится на кыргызский как «нежность» или «нежная». Но когда я начал исполнять привести, на припевах слово «назбү» не подходит. И из моих уст прямо случайно вылетело слово «джалджалым». «Джалджалым» это тоже похоже, но переводится на кыргызский как «моя прелестная» примерно. И вот песня была «Джалджалым», я, значит, сочинил, и записали на радио, до сих пор находится у их. Это 60-го года, вот представьте, 65 лет прошло, до сих пор. И сейчас уже молодежь поет, правда, под другими сопровождениями, но «Джалджалым» осталась этой песней, самой любимой нашей, даже назвали это народной песней. Но когда получилось «Джалджалым», я должен был попросить прощения у Алы Тахомбаева, нашего писателя. Однажды я иду с кинотеатра «Алато» по бульвару Дзержинский вверх в сторону вокзала,
И смотрю, там на скамейке сидит Алла Токумбаев, Туэльбай Сыдыкбеков, Куанчек Маликов, другие наши великие писатели Аканы. Я поздоровался. Он знал меня раньше немного, Алла Токумбаевич. Потом я говорю, я пришел к вам извиниться. Что такое? Вот ваша песня, ваши слова были Назбю. Я не смог его привести к Комузу и назвал Джалджалом. Он говорит, ну слушай, это же еще лучше, с Джалджалом слово лучше, чем Назбю. Пожалуйста, пусть это будет твоя песня. Я говорю, нет, Алла Токумбаевич, эта песня будет мелодия, слова ваша, Токумбаева, а мелодия моя. И вот в таком формате я до сих пор исполняю. Понятное дело, что она была очень популярна, и вы испытывали на себе эту популярность, но вот в тот момент не было ли у вас желания оставить ту работу, которой вы занимаетесь, и вернуться к музыке? Ведь вам уже тогда было 26 лет, по сути, уже личность. Нет, уже было поздновато в той связи, что я был уже кандидатом сельскохозяйственных наук. Какая-то грусть сохранилась, грусть. В том плане, что, возможно, если я пошел по пути Мусы Баятова, стал бы, наверное, каким-то выдающимся композитором, может, мелодистом, певцом. Окшатып коем өзүңө жанымдын жарты сенде деп жалжалым көрүнгүм келет көзүңө Представьте, пожалуйста, нам свою семью. Вот моя супруга, любимая, Бурул Акималиева. С ней я проживаю уже 31 год. Она подарила мне 2 сыновей на старости лет. Это огромное достояние мое. Первый сын Батыр, ему 29 лет. И вот самый младший сын Мисир Акималиев, он родился, я говорил, на стыке 2 веков. 20-21, в 2000 году, когда мне было 64 года. Он сейчас расскажет о себе, наверное, о нас. Пожалуйста, мистер. Месье, расскажите, пожалуйста, как вы можете описать своего папу и, самое главное, какой он вам главный жизненный урок преподнес, чему научил он вас? Ну, я думаю, в жизни каждого мужчины отец играет важную роль. В моем случае это, в первую очередь, это ролевая модель, потому что это пример, как нужно, и этот пример выше среднего, поэтому хочется достигать больших успехов, слушая, смотря на достижения истории своего отца. Поэтому, в первую очередь, ролевая модель не только в сфере успеха, карьеры, достижений, но и также по ценностям, по человечности, потому что я вижу каждый день, как отец себя ведет. Для меня это тоже пример, потому что, мне кажется, дети, сыновья даже подсознательно как-то проявляют и копируют те же действия, что и отец проявляет в ежедневной жизни. Поэтому я считаю, что самое главное – это воспитание, образование и, в первую очередь, опять же, человечность – это то, что самое главное влияние повлияло на меня со стороны отца. Джамин Акималиевич, расскажите, пожалуйста, о своем детстве, где оно прошло, в каком селе, и, может быть, поделитесь какими-то очень яркими воспоминаниями из того времени. Я родился 5 мая 1936 года в селе Угут Акталинского района, тогда называлась Тянь-Шанская область, нынешней Нарынской области.
Знаете, вот я побывал где-то в 70 странах мира из 200. Чего только не видел на этом свете. Но более красивого, более приятного места, чем родное село, я нигде не нашел. Понимаете, вот село, где я родился, для меня это святое, как Мекке. А вот детство мое прошло трудные годы, военные годы. Военные годы. Я поступил на первый класс местной школы в 1943 году, когда вот шла Сталинградская битва. Народ голодал. Тогда был и голод, и холод. Не было тепла в школах, квартирах. Не было еды, не хватало одежды. В общем, это были очень суровые годы, хотя говорили, что в тылу они находятся, но в тылу люди жили не менее трудных условиях, чем, наверное, в войне. И вот это условия, наверное, как раз воспитали меня, вот такие качества, как доброта, забота, любовь, уважение к старшим, к простым людям особенно. Потому что отец мой был очень такой человек, ну, народный, если можно так сказать. Потому что я помню, один раз люди начали умирать от голода. Он пришел домой к моей матери, Джумахан, говорит: что у тебя есть дома ценное, собери. И говорит: что случилось? Вот люди начали умирать, собери, я возьму твои там шердак, или там ковер, там какая-то одежда, или там еще что такое. Я поеду, там было одно место, где, говорит, есть пшеница. Я хоть привезу отсюда взамен пшеницу, да, обменяю. И мать тоже была очень такая добрая женщина, как Ханекей примерно. Ни слова не сказала, все собрала. Даже потом пришлось кое-что отсортировать, что-то надо. Все, что собрала, если раз надо для голодающих. И бричка тогда, на бричка отец поехал, это километров 60 был такой, Коштеве, где вызревала пшеница. И через неделю привез несколько килограммов, может, просто пшеницы. И когда мы начали раздавать людям по маленькой чашке, и я там участвовал, я помню, люди от голода прямо брали сырую пшеницу и начали есть. Твердая пшеница, несмотря на эти, ели эту пшеницу, потому что у нас голодная. Ну, мы регулировали этот вопрос, всем поровну разделили, и отец сохранил небольшое силу населения этого села от голода. Понимаете, вот это повлияло на меня смотреть на жизнь не просто как на какое-то шоу, как сейчас говорят, а жизнь, это я понял, что это очень тяжелый процесс, который тебе дан Богом. Нам нужно жизнь прожить так, чтобы потом не было таких сожалений. Вот это были трудные годы. Потом, если говорить, кто вас, на меня самое большое влияние оказала моя бабушка. Я у бабушки Хады вырос до 10 лет примерно. Потом она умерла. Но такого воспитания я потом нигде не увидел. Но так она беспокоилась обо мне, чтобы я не был голодным, был, оделся тепло. И она воспитывала чему? Уважение старших. Будь добрым человеком, никогда не держи зла. Будь человеком бескорыстным в таком духе. Будь человеком, который уважает народ, любит свой народ, свою родину и так далее. И она учила меня верить в Бога. Она сама верила, была верующей. Намаз садилась и говорит: надо в Бога верить. А я спрашиваю маленькая: а кто такой Бог? Бабушка, скажите, я должен знать. Говорит: это Бог существует далеко от нас. А Бог существует в каждом человеке. Если ты почувствуешь Бога, ты будешь хорошим человеком. Вот так она учила. А потом она, когда ушла, воспитывали меня родители. Ну, родители это были простые крестьяне, но очень были такие тоже добрые люди. Люди, которых уважало все село. Моего отца Акималы считали там Акималы его, а звали все Акимом. Вот сейчас говорят же Аким района. Вот оно откуда. Вот тогда они, я не помню, никто говорил Акималы. Они сокращенно с уважением говорили: наш Аким, наш Аким. И вот когда дали вот недавно вот такое название районных начальств, я говорю: вот вспоминайте, Аким, Аким, Аким. И отец до конца своей жизни, мать, жили с народом. Жили так, как живет в окружающей среде. Если у них что-то появлялось личное, всегда делились с народом. Я помню,
когда учился в школе, я приехал во Фрунзе первый раз, наверное, было мне 14 лет. Это было 50-м году. Да, меня было 14 год. Я победил там на конкурсе художественной самодеятельности, приехал во Фрунзе первый раз, участвовал, пел тогда еще немножко, даже получил грамоту. Потом, когда обратно отправился автобусом, говорит, что же привезем домой? Ну, у нас денег не было. Одни говорят, шофер русский. Вот я остановлюсь, говорит, в селе Ивановка, говорит, там есть хорошее дешевое яблоко, возьмите отсюда. И мы приехали в Ивановку, сели там действительно. Такие были огромные ведра, не такие, как сейчас маленькие, огромные ведра. Ты платишь, еще она добавляет женщина там. Я 2 ведра взял, там тогда были сетки такие. И когда привез, килограмм, наверное, 10-15, наверное, привез, тогда не знали, что такое яблоня, никто на рынке же не знали. Потом начали наши там родственники начали кушать. Отец говорит, мать, остановитесь, остальные мы должны поделить, говорит, населением. И утром прямо открыто вышли, 2 ведра послали, кто подошли, дети в основном. И мы разделили. Вот так, они ничего о народе думали, поэтому и народ их уважал. Вот этому меня научили. Вот самые большие люди, вот бабушка, родители, и, конечно, огромное влияние мне оказал Муса Баетов, который открыл мою душу к искусству. А что вы можете рассказать о уже своей семье, когда вы стали во главе семьи, жена, дети? Здесь какие ценности вы сохраняете, что вы прививаете своим детям? Да, семья – это действительно очаг семьи. Не случайно я говорил, что семья является основой государства, это же правильно. Но у меня 6 детей, 4 детей от первой семьи и вот 2 сына от второй супруги. И самому моему старшему сыну уже в этом году исполняется 64 года. Представляете? Что касается семьи, вот я увидел в том, что чтобы сохранить семью, должно быть доверие между супругами. Я в этом убедился. Без доверия это не бывает семьи. Поэтому надо, вот я и своих детей сейчас обучаю, вот будете скоро, наверное, семейными. Доверяйте друг друга, нужно заботиться друг о друге. Вот когда семья, супруга соревнуется и начинает качать свои права, или начинает там ревновать, там и начинается крушение семьи. Как вы хотите, чтобы люди вас запомнили? Я думаю, что люди уже запомнили. Вот даже этот случай, сейчас мы начали обменяться с людьми на скамейках, они говорят, это Аксакала мы знаем, и уступили нам место. Вот доверие народа для меня, знаете, самое главное. Вот когда простой народ доверяет, уважает, это, наверное, самое большое счастье. Вот уважение семьи, допустим, круг друзей, это ничего не означает. Но когда общество уважает, когда народ, когда бываешь, видят и встречает тебя с теплотой, это самое большое счастье. Потом, я думаю, что вот то, что я вот живу до 90 лет, это тоже большое удовольствие, потому что вот когда я учился в школе в военные годы, люди мечтали дожить хотя до 50 лет. До 50 лет считали это максимум. А я вот до 90 лет имею сыновей, внуков, уже правнуков имею признание народа, общества, какие-то заслуги перед своим народом. И этим горжусь. Это самое мое большое счастье. Уважаемый Джамиль Акилович, спасибо вам. Огромная благодарность участия в нашей передаче «Следы в истории». Да? Мы знаем, что огромную историю вы оставили для Кыргызстана, как академик, как ученый. Я давным-давно ваши читаю и книги, и ваши диссертации, и так далее, и так далее. И вот небольшой презент от нашей компании. Примите, пожалуйста. Ой, и спасибо. Наступающим вас с юбилеем. Спасибо. От нашего телеканала. Спасибо Спасибо большое. огромное. Большое спасибо. И я хочу сказать и вам большое спасибо, что уделили большое внимание, потому что я всегда считаю средства массовой информации это 4-й властью. Спасибо. Сейчас, правда, наш президент Академии недавно заявил, что 5-й властью является наука. Может, это правильно. Да. Вот когда идет интеграция науки и со средствами информации, это вообще получается прекрасно. Потому что наш народ должен знать, как говорят, своих героев. А этим себя не назвать героем, просто должен знать свою историю. Да.